Подстанции в Вознесеновском корову убила током. Ограждения вокруг трансформатора нет. Туда случайно, похоже, заглянула корова. Мужчина призывает к ответу сотрудников Россетей. Разобраться с ситуацией на место выехали сотрудники Ингушэнерго и глава администрации Малгобека. Правда, несчастный случай, произошедший с животным, сам начальник трансформаторной подстанции, как электрик, ставит под сомнение. Башир Мирджоев в тот же момент выехал на место происшествия. Он отмечает, для животного, получившего удар током, оно лежало слишком далеко от трансформатора. Пораженный объект, он как бы стремится к очагу этому, его тянет туда. Но она лежала далековато для этого. Я не знаю, как это произошло. Это может говорить только тот, кто это видел конкретно. И немножко нас вызывает сомнение, что эта скотина находилась здесь, потому что есть снимки, которые мы приехали сразу после этого репортажа. Скотина была, так скажем, уже с запахом и с червями. А там уже, пусть это уже разбирается, кто более лучше разбирается в этих вещах. Но несмотря на возникшие вопросы из-за несчастного случая с коровой, факт остается фактом. Трансформаторная подстанция должна быть закрыта и огорожена забором. Его, к слову, как отмечает в Ингушэнерго, возвели вокруг энергообъекта еще в прошлом году, что подтверждают и эти фотографии. Вот только простоял он от силы 3 месяца. Кто-то своровал и сбыл на металлолом. Мы регулярно здесь строим забор, неоднократно. В свое время здесь был трансформатор, который был похищен, и неоднократно здесь происходили кражи. Территория не маленькая, ее огородить, но то, что мы делаем, оно результата не дает. Это максимум на месяц. Есть соответствующие снимки, мы делаем, снимаем, снимаем, но его с таким же успехом, еще быстрее, чем мы сделали, и это все это растаскивается. Станция построена еще в 1964 году. Предназначена изначально для питания предприятий нефтяных направлений. Отсюда также частично питалось население Малгобекского района. Сейчас объект не обслуживается, потому на Цветмет нарушители сдают все, что можно здесь снять. Менять и ставить новые двери практически каждый год. Уже нет ни сил, ни средств, отмечают работники энергокомпании. Забор ставили аж 3 раза. И все из бюджета ведомства, то есть на деньги потребителей электроэнергии. Малгобекская администрация заявляет, к станции они отношения не имеют, но до пандемии не раз призывали нарушителей к совести. А владельцу животного намерены помочь в ближайшее время. Я с ним связывался, я ему объяснил, ситуацию, сказал после выходных, чтобы он пришел в администрацию и чем сможем, поможем. Несмотря на ветхость станции, она все еще обслуживает электроэнергией дома в Вознесеновском. Потому в Ингушэнерго решили провести масштабную реконструкцию объекта в рамках одной из программ Россети. Программа называется «Модернизация и надежность электросетевого хозяйства на территории Республики Ингушетия на 2020 и 2025 годы». Данный объект попал под реконструкцию полную. В 2021 году здесь будет все заменено, и здесь будет отдельно стоять распредустройство в контейнеры, без никаких токоведущих частей открытых. Пока до масштабной реконструкции сотрудники МРСК вновь собираются огородить подстанцию забором, но как долго он продержится и как скоро его растащит на металлолом – вопрос хороший. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.